Привет, я Максим Кардозу, а это Кардозу Ньюс. Сегодня будет немало новостей. Обсудим, почему в Якутск приехал знаменитый российский блогер Артемий Лебедев, что он будет искать. Также Наталья Корякина, это начинающая блогерша, набирающая большую популярность, снова надела форму полицейского. Если вы не помните, она за это же уже была задержана, отсидела 3 суток. Так что будет с девушкой на этот раз? Также обсудим историю о вилюйском стрелке, который убил 2 человек и по решению суда присяжных был оправдан. Ну а в конце будут приятные видео и приятные новости. Все о Якутии. Ну что, бардыбытушки? На этой неделе в своих соцсетях Артемий Лебедев, знаменитый дизайнер, опубликовал истории о том, что он прилетел в Якутск. Вообще, если вы не знаете, кто это владелец дизайн-студии московской, которая сотрудничает с крупнейшими корпорациями не только в России, но и по всему миру. Также администрация Якутска и Якутии заказывала ему дизайн-код, я так понимаю, для старого города. Этот проект уже осуществляется, вроде бы. Также у него в YouTube несколько сотен тысяч подписчиков, там он обсуждает различные новости, а также путешествует по миру. Вообще, Артемий такой путешественник знатный, он, по его словам, по крайней мере, объездил всю планету, побывал в каждой стране, в каждом государстве на Земле, то есть везде галочку поставил. Значит, здесь, в этом месте, исторический селфак запилил в честь посещения всех стран мира. И о своих путешествиях он часто снимает видеообзоры. С Варламовым его сравнить нельзя, он все-таки не урбанист, но все равно он высказывается о тех или иных местах, о плюсах и минусах. Вот если сравнивать с Варламовым, Варламов, кстати, вот Якутск он очень любит. Несколько видео, которые он публиковал, они всегда практически комплиментарные. И это очень странно выглядит, друзья, вам не кажется, когда Варламов приезжает и все хвалит. Церемония открытия просто потрясающе, как Олимпиада. Только лучше, потому что зрители принимают непосредственное участие в обряде, нагреваются ладошки, все заряжаются энергией, просто невероятно. Когда ты смотришь его другие новости, там везде одно говно, которое просто там, в котором жить нельзя. Все в России плохо, вообще все уроды и так далее и тому подобное. И как только он приезжает в Якутск, все прекрасно. Якутск — это город мечта, город-сад. В общем, все потрясающе. Закрадываются какие-то сомнения, но я не знаю, что там могло произойти. Может быть, он действительно ментально отдыхает в нашем северном крае, и его радуют больше, наверное, люди, а не архитектура и урбанистика. Так вот, Артемия Лебедева с Варламовым сравнивать нельзя, потому что он был уже в Якутске, и тогда он сказал о нашем городе, что Якутск — это жопа мира. Представляете? А с учетом того, что он побывал во всем, то есть он пробывал во всех странах, да, и он побывал в таких, может быть, местах, в которых вообще даже в страшном сне, то есть не хочется оказаться. И он говорит о Якутске, что это жопа мира. В общем, такое сравнение и с всем бэкграундом Артемия, оно выглядит просто ужасно. Вообще, зачем он приехал к нам, непонятно. Администрация республики уже заявила, что об этом визите не знает. Значит, он частный. Значит, будем чего-то ждать. Зачем-то же он приехал, может быть, выпустит видео. Нужно следить за его соцсетями. И там он уже в своем одном посте сказал свое фи, то есть он где-то там пообедал на веранде в ресторане, сказал, вот почему-то веранды работают, а рестораны нет, хотя из самолета в аэропорт, в здание аэровокзала его везли в автобусе набитом битком людьми, то есть ни о какой там самоизоляции, о каких-то мерах безопасности там не думают, но здесь почему-то людей в рестораны не пускают, когда во всех других цивилизованных, может быть, странах или во всех других больших городах России давно рестораны уже внутри работают. Ну вот он уже сказал свою фи, что типа как-то, ну в общем, да, говнеца подбросил. Но, друзья, в защиту нашего города хочу сказать, что под постом у Артемия, если вы посмотрите, очень много высказываний людей, которые живут не только в Якутске, не только в Москве, но и в самых разных городах нашей страны по всему периметру, там, с востока до запада. И там много комментариев, которые говорят, что у них в городах происходит то же самое. То есть меры, они немножечко между собой не стыкуются. И в Якутске ситуация не самая плохая.
В общем, жду с нетерпением новых постов Лебедева, что он будет говорить о Якутске. Может быть, он действительно снимет видео, расскажет о городе, что ему понравилось, что не понравилось. И, может быть, он сможет сделать даже анализ. Он не был в Якутии несколько лет. И, может быть, увидит действительно те изменения, которые происходят. Потому что, когда ты живешь в городе, может быть, у тебя глаз замыливается, а вот так вот человек приезжает издалека, и какие-то вещи ему бросаются сразу же в глаза, и он про них расскажет нам. Ждем. Следующая новость тоже про блогера, молодого 20-летнего Алексея Адамова. Появилась статья, интервью на ЕКТ.ру о том, что он вошел в топчик мировой вроде бы блогеров ТикТока. Да. Ну, у него 366 тысяч подписчиков. Это действительно очень много, но я думаю, что для мирового, наверное, топа это маловато. Может быть, он в топе на российском уровне. В общем, неважно, он большой молодец, он начинающий музыкант, играет в оркестре, вот, и записывает каверы. Вообще, статья подается как мастер-класс от такого знаменитого блогера начинающим, как стать популярным, быть в топе. Действительно, у него под некоторыми видео до 5 миллионов просмотров. Но, в общем-то, не буду раскрывать все карты. Прочитайте, если захотите. Ссылку оставлю в описании обязательно. Но, такой спойлер, ничего там такого вам не подскажут. Главное — талант, харизма и искать себя. В общем, да. Но и действительно круто, что в Якутии появляются такие блогеры, у которых огромная аудитория. Действительно, 360 тысяч — это все сознательное население нашей республики. То есть, значит, у него подписчики не только в России, может быть, есть, но и за рубежом. И здесь он говорит, что пишет каверы на английском языке и на русском специально для того, чтобы расширять свою аудиторию, потому что ему советовали петь на якутском, чего он делать не стал. Вот такой вот есть лайфхак, который я все-таки рассказал. Ну ладно, там еще есть интересные вещи, о которых он рассуждает и говорит. Так что читайте. Вообще, честно, не знаю, что такое ТикТок. Может, надо начать танцевать, петь? Вообще, блогеры становятся настоящими медийными звездами, отнимая славу у исполнителей, у политиков и так далее и тому подобное. И следующая новость тоже у нас про Энджи, это вот которая с бровями, Анжелика Протодиаконова. В общем, на этой неделе появилась информация, что ее осудили на 1,5 года за вымогательство. Да, там не только было вымогательство, друзья, но и клевета. В общем, девушка в прошлом году вымогала 4000 рублей у таксиста, угрожая ему тем, что обвинит его, сделает такой вот пост о том, что он ее изнасиловал. Ну это жесть, это просто... Ну это у меня просто слов нет. Так вообще поступать, конечно, нельзя. И она, как я понимаю, выполнила свою угрозу, хотя деньги получила. Я бы на месте этого парня еще и моральный ущерб потребовал за вот эту вот клевету. Репутация у Анжелики не очень хорошая. Лично с ней никогда не встречался. Но, так сказать, периодически новости различные выходят, или видосики, или фотографии с ее неадекватным немножечко поведением, и кажется, что она такая немножечко городская сумасшедшая. Может быть, это всего лишь образ такой, но у меня складывается такое вот впечатление. Это лишь мое личное мнение, не настаиваю на нем. Может быть, она активная интеллектуалка, которая пытается прикрываться вот за всем вот этим вот таким вот не очень странным фасадом. Понятное дело, эпатаж и какие-то высказывания твои, твоя яркость, твоя необычность, это все привлекает внимание. За счет этого можно становиться популярным, но в обычной жизни, да, когда там не включена камера там, или ты не на какой-то светской тусовки в окружении, привлекая внимание. То есть нужно оставаться нормальным человеком, адекватным и вести себя адекватно, а не обвинять людей в изнасиловании, чего вообще не было. Если бы мы жили в Америке, ее бы не только посадили в тюрьму, она бы вообще лишилась всего. Это репутационные потери, просто какие-то катастрофические. Там люди вообще всего лишаются за такие обвинения, тем более уже вынесен приговор, я так понимаю. Ну, по крайней мере, решение суда есть обвинительное на 1,5 года условно. Ну, конечно, так поступать вообще нельзя. И переходим еще к одной девушке, красотке Наталье Корякиной, которая покорила огромное количество сердец скандалом, который вот произошел не так давно, когда она надела вот форму полицейского, и за это ее задержали. Она просидела
я так понимаю, в изоляторе 3 суток. Подробно я об этом рассказывал в своем предыдущем блоге. Ссылочку я оставлю тоже в описании, подсказка. Заходите, смотрите, и там я вообще объясняю, почему вообще вас могут задержать за ношение формы полицейского, и показываю какие-то самые яркие примеры в нашей стране, и там про Наталью тоже много говорю. В общем, Наталья теперь выпустила еще одно видео. Давайте. За что? Журналистам она уже прокомментировала, что ей уже позвонили из органов и спросили, настоящая ли форма. Чем это закончится, непонятно, задержит ее или нет, но Наталья не боится. Она говорит, что у нее есть адвокат, теперь она точно знает все свои права, все нюансы, и она в полной безопасности. Пожелаем Наталье только всего самого лучшего, самого хорошего и не оказаться снова, так сказать, в изоляторе. Пусть все будет хорошо. Если говорить о преступлениях и наказаниях, то на этой неделе появилась информация о том, что суд присяжных, друзья, хочу уточнить, суд присяжных вынес оправдательный приговор 54-летнему мужчине, который расстрелял в прошлом году компанию людей. В общем, 2 он убил, 2 еще ранил. Все это происходило в селе в Вилюйском Улусе. И история там какая, если вы не помните. В общем, 2 мужчин конфликтуют в этом селе. И вот этот вот 54-летний мужчина выпивал, сидел, позвонил по телефону, вызвал на разборку другого мужчину. Тот привел с собой компанию к его дому. И этот вот вышел с ружьем, начал их расстреливать, боясь за свою жизнь. Я так понимаю, то, что он решил, что они пришли к нему разбираться физической расправой. Начал стрелять, убил 2 человек. И вот суд присяжных вынес ему оправдательный приговор. Здесь, конечно, все как-то странно звучит на первый взгляд, потому что нет каких-то подробностей, и здесь очень хочется узнать детали следствия. Что говорил адвокат, какие факты он привел для людей, для присяжных, для того, чтобы они вынесли оправдательный приговор. Они сказали, что он невиновен. В общем, для меня эта история пока непонятна, пока вот нет действительно каких-то фактов. Может быть, там они приводят какие-то истории, которые действительно оправдывают полностью этого мужчину, который начал стрелять в безоружных людей причем. И родители вот этих вот убитых мужчин, они обратились с письмом к средствам массовой информации, в котором тоже не понимают, что произошло и как человек, который убийца, оказался на свободе. Вообще очень интересно, что вы думаете про эту историю, на чьей вы стороне, может быть, вы знаете какую-то информацию подробную, инсайдерскую, и можете поделиться, чтобы весь пазл сложился и все стало ясно. Если мы говорим о людях, которые стараются изменить не только свою жизнь, но и жизнь своего квартала, двора, я не знаю, всего города, тут надо сказать об Алексее Фейзеле, который на частной территории создал такой вот, я так понимаю, неофициальный парк доисторических ящеров, современных животных. Он изготавливает различные там скульптуры. И теперь, как я понимаю, этот двор стал местом притяжения для многих горожан, такая достопримечательность. И это действительно круто. Он своими руками все это делает, облагораживает, я так понимаю. И там появился новый экспонат. Это мамонт, он живой, в кавычках, конечно. Это робот, он двигается и издает звуки. В общем, что-то такое новенькое. И Фейзель обещал, что в скором времени там появится еще один обитатель этого парка. Какое-то мистическое теперь существо. Ну и чем больше таких экспонатов будет появляться, тем парк будет только популярнее. Можно же как-то на этой теме даже выплыть. И на точке Якутии появится новый такой значок туристический. Темой динозавров заинтересовался и Аял Федоров. Это такой вот любитель комиксов. Это создатель реалистичных костюмов супергероев. Они фантастические. Просто какие-то уникальные. Я вот не знаю, ты когда смотришь, ты не можешь поверить, что это сделано где-то в Якутске, там в домашних условиях. Он самостоятельно, подручными материалами, какими-то инструментами, он все это делает, а выглядит потрясающе, действительно. И вот он выпустил новый костюм. Это динозавр Блю из парка юрского периода или мира юрского периода. Аял Федоров действительно очень крутой
чувак, достойный внимания, заслуживающий всеобщих аплодисментов и оваций. Кстати, эти костюмы он делает не только для себя, но и на продажу. Тратит он на них, как он сказал в одном из своих интервью, 20-25 тысяч рублей. Это такая себестоимость плюс его работа, и продает он их за 40-45. Хотя другие создатели подобных уникальных вещей ручной работы получают в несколько раз дороже. Так что учтите, друзья, если вы хотите, можно обратиться. И вопрос, этот динозаврик для себя или для кого-то, может быть для какого-то ролика. Кстати, Аял с друзьями снимает потрясающие видеоролики. Снято круто, смотреть весело, интересно и радует, что это делают ребят на полном энтузиазме. Куда это выльется, посмотрим. В общем, в интернете в любом случае будет много просмотров, и может быть это новый популярный блогер. Вот в ТикТок надо ему. На этом у меня все. Я Максим Кардозо, подписываемся, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, комментируем все, что вы думаете, друзья. Это очень важно для продвижения канала, потому что чем больше будет комментариев, чем больше будет ваших оценок, тем лучше будет для меня и для канала, и для роликов. Для всех будет хорошо. В общем, всем пока.